Девятого мая в нашем городе состоялась ежегодная, уже 71-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Якутия». Данное соревнование каждый год в этот праздничный день собирает сотни любителей легкой атлетики, которые оспаривают звание сильнейших в своих группах, а их насчитывается целых 7. Средние общеобразовательные учреждения от 800 и выше учащихся, средние общеобразовательные учреждения до 800 учащихся, основные общеобразовательные учреждения, сборные команды средних специальных учебных заведений, сборные ПТУ, сборные команды трудовых коллективов округа город Якутск и пригороды и сборные команды вузов. Всего же было заявлено 756 спортсменов. Эстафета проводилась в 2 забега по 14 этапов. В первом забеге побежали юные спортсмены, представляющие средние общеобразовательные учреждения. Все остальные группы состязались в рамках второго забега. Ну, эта эстафета славна тем, что 71 год тому назад, в 1944 году еще проводилась первая эстафета, и сейчас мы уже продолжение ни одного года не пропустили. Это, как мы уже сказали, традиционно, поэтому народ ждет вот это. Те, которые постоянно участвуют, они без этого уже не могут, уже все всегда уже за месяц спрашивают, когда, как, ничего. Ну, у нас уже, считаю, уже последние годы ничего не меняется. Этап, где же длина дистанции, это все остается такой же, поэтому все они целенаправленно готовятся к команде. 10 мая во Дворце спорта 50 лет Победы состоялся матч за 3-е место плей-офф Высшей лиги России по мини-футболу, в котором сошлись мини-футбольный клуб «Заря», город Якутск, и мини-футбольный клуб «Алмаз Алроса», город Мирный. К этому матчу гости подошли с преимуществом в 1 мяч. Первая встреча в городе Мирный завершилась победой «Алмаза» со счетом 6-5. Игра в Якутске получилась крайне зрелищной и результативной. Зрители, которые заполнили трибуны Дворца спорта, стали свидетелями настоящей битвы с обилием опасных моментов, борьбы, эмоций и, конечно же, голов. Мирницы начали встречу очень резво, забив 3 безответных мяча за 16 минут от стартового свистка. Но это нисколько не сбило настрой подопечных Олега Марченко, которые отыгрывали отставание и показывали качественную игру. Но мирницам всегда удавалось выйти вперед. На протяжении 2 периодов команды щедро обменивались атаками, результатом чего стал такой боевой счет. «Заря» 6, «Алмаз Алроса» 8. В итоге мирницы завершают первенство на 3-м месте, а «Заря» на 4-м. Я считаю, что счет по игре. На сегодняшний день команда Мирного оказалась сильнее нас. Вот и все. Мы старались, бились, делали все возможное, чтобы победить. Ну, чуть-чуть чего-то не хватает, каких-то мелочей. А в мини-футболе мелочей не бывает, как вы все сами убедились. Пропускаем из-за нелепых ошибок, обидные голы. И считаю, 4-е место – это то место, на которое на сегодняшний день мы заслуживаем. 11 мая на стадионе Туймада завершился ежегодный турнир по большому футболу, посвященному Дню Великой Победы. Участие на данном соревновании принимали команды и коллективы физической культуры, клубов, предприятий и учебных заведений города Якутск и близлежащих районов республики. По словам организаторов, число участников данного состязания из года в год динамично увеличивается. В городе Якутске это, наверное, самый популярный вид спорта, во-первых, да. У нас в зимнем мини-футболе проходили соревнования по 4 группам. Участвовало 73 команды. В чемпионате 73 команды. Сейчас большой футбол, вот как у нас мини-футбол, большой футбол. В чемпионате города где-то будет 25-28 команд участвуют. Для такого города с населением 300 тысяч это очень много команд. И у нас отлажена в Федерации футбола система, что команда играет от уровня мастерства, кто-то в высшей лиге, кто-то в первой лиге, кто-то во второй. На протяжении 10 дней команды боролись за право биться в финальном матче. По итогам всех проведенных игр этого права добились команды «Союз Авто» и «Барс». В напряженной борьбе победу со счетом 2-0 одержал более опытный коллектив команды «Союз Авто». Соответственно, турнир на 2-м месте завершает команда «Барс». А тройка призеров замыкает «Коммунальщик», который в матче за 3-е место одержал победу над молодежным составом «Ирбиса» со счетом 2-0.
Дорогие жители и гости столицы, с 15 по 25 мая будет проходить декада оздоровительного бега и ходьбы Республики Саха-Якутия, в рамках которой вас ждут спортивно-оздоровительные мероприятия по месту жительства. 25 мая в 10:30 на стадионе «Юность» будет дан старт массовому забегу до стадиона Туймада, где будут проводиться мастер-классы по воркауту, паркуру, уличным танцам, фитнес-аэробике и скандинавской ходьбе. Также на финише забега будут раздаваться купоны на разовое занятие в спортивных объектах города. Телефоны для справок 34 1708 733 566. 30 мая в Центре спортивной подготовки «Триумф» состоится открытый республиканский турнир по вольной борьбе на призы главы городского округа город Якутск. В соревновании помимо якутских спортсменов участие примут борцы из Молдовы, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Таджикистана и Монголии. Программа соревнований: 10:00 предварительные схватки, 12:00 торжественное открытие турнира, 15:00 финальные встречи и награждения. Вход свободный. Справки по телефону 34 1005.